День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев, и вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин и лидеры Вьетнама и Северной Кореи подписали несколько десятков важных документов о сотрудничестве. Собрали самые яркие моменты азиатской командировки. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ну а за день до российский лидер с рабочим визитом посетил Якутск, в том числе и высшую школу музыки. Расскажем, как прошла поездка главы государства и какой подарок от школьников он увез с собой. Ему очень понравилось. Он сказал, что мы не только в музыке талантливые, и в художестве тоже. Очень приятно было. 22 июня, День памяти и скорби. Якутяне чтут тех, кто отдал свою жизнь, защищая родину в Великой Отечественной войне. Этот день памяти и не только для россиян, но и для бывших союзных республик, которые входили в Советский Союз. Столица республики готовится к приезду гостей. Расскажем, как идет ремонт сразу двух крупных набережных. На данном участке осталось резиновое покрытие и вот мелочи по благоустройству. Брусчатка, столбы освещения. Ну а до игр «Дети Азии» осталось буквально 3 дня. В Якутск уже прибыла первая сборная и главный судья соревнований. Я знаю, что игры проходят каждые 4 года. Это уже история. 22 июня вся Россия и многие страны бывшего СССР почитают память людей, ставших жертвами Великой Отечественной войны. Во всех уголках страны проходят множество мероприятий, приуроченных к этой траурной дате. 83 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия в 4 часа утра без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 миллионов человек. Традиционно 22 июня государственные флаги приспускаются, а к могиле неизвестного солдата в Москве и вечному огню во всех городах страны несут цветы. Так же, как и по всей стране, 22 июня каждый год в нашей республике в каждом населенном пункте проходит День памяти. День памяти о тех событиях, которые стали для нашей страны, по сути дела, переломными, потому что они сломали жизнь очень многих семей. Они сломали устоявшийся уклад развивающейся молодой страны. И, конечно же, став этим испытанием, которое страна выдержала, он не может не остаться в памяти каждого из нас. В Якутске прошла торжественная церемония возложения цветов монументу павшим воинам-якутянам Великой Отечественной войны. Немцы напали на нас из-за того, что наша страна очень большая, и очень много людей умерло. Там умерли дети, матери, отцы, также дедушки и бабушки. И то, что некоторые дети даже остались без родителей. И один раз на войне, там мой прадедушка умер, он утонул на лодке, то есть лодку прострелили фашисты, лодка утонула, он на ней утонул. В этот день мы должны помнить, что фашистская Германия в наглую, без предупреждения напала на нашу родную страну. За нашу родину воевали представители разных наций, якуты, русские, представители из 15 союзных республик. Мы всей единой страной победили фашизм. И также сейчас, в наши тяжелые времена, это также день памяти того, что фашизм не перестает действовать. Сейчас коллективный Запад действует на нас, пытается действовать своими методами, навязать свое мнение. Но мы, как единое государство, отстаиваем свое мнение и помним, что мы победили фашизм однажды, победим фашизм и сейчас. Долгожданный визит и знаковое событие для всего региона. Владимир Путин посетил Якутию. Глава государства ознакомился с успехами якутских IT-специалистов, а также уделил внимание социально-экономическому развитию республики. О самых ярких моментах визита в нашем следующем материале. Свою поездку в Якутск президент России Владимир Путин начал с посещения квартала труда. Главе государства показали передовые достижения Якутии в информационных технологиях. Сам квартал труда – единственный в России креативный кластер, имеющий статус территории опережающего развития.
Главе государства показали все, чем славится креативный регион. Медицинские разработки, экосистему видеоигровой индустрии. Проект многофункционального павильона полного цикла и ТОР «Патриотическая», востребованную боевыми соединениями в ходе СВО. Оценка достижений высокая. Через призму развития человеческого капитала мы показали, что развивать человеческий капитал без образования невозможно. И именно это Владимиру Владимировичу понравилось. Он сказал, что да, действительно надо такие проекты поддерживать. Далее в фокусе внимания качество жизни в Якутии. Президенту России представили мастер-план развития столицы республики. Одной из его важнейших задач является ликвидация аварийного жилья. В этом году в Якутске с опережением завершится действующая программа переселения. Мы представили перед президентом ход реализации мастер-плана города Якутска. Отчитались о 33 проектах, которые сегодня находятся на стадии реализации. Главой республики был поставлен вопрос по выделению финансирования на ускоренное расселение из ветхого аварийного жилого фонда на строительство Ленинского моста, а также на строительство межвузовского кампуса. Президент поддержал данные направления. Я думаю, в ближайшее время мы начнем ускоренное расселение аварийного жилья. Обсуждение качества жизни в регионе продолжилось и на совещании с главой республики Айсеном Николаевым. Якутия сегодня показывает хорошие результаты по многим показателям. Рост ВРП 5,6%, рекорды по добыче ископаемых и привлеченным инвестициям, а коэффициент рождаемости и вовсе самый высокий на Дальнем Востоке. Очень важной работе во благо нашей страны. Особое внимание уделили подготовке кадров как в регионе, так и на всем Дальнем Востоке. Президент поддержал идею создания кампуса мирового уровня на территории Якутии. Проект объединит несколько учреждений среднего профессионального образования и привлечет талантливую молодежь на Дальний Восток. Я помню, здесь зимой приезжал, минус 50, до ушей боялся дотрагиваться, думаю, сломаются уши. Так, шутки, президент России начал встречу с теми, кто уже сегодня создает будущее Дальнего Востока. Молодыми специалистами, участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский 2030». Обсудили вопросы, которые без преувеличения волнуют всех. Заработную плату, предоставление жилья и налоговые льготы. В рамках программ развития Дальнего Востока предусмотрено финансирование более 8 триллионов рублей. И более 4 триллионов уже освоено. Работа-то идет. Уделили внимание и спорту. Владимир Путин посетил Центральный городской стадион, где уже на следующей неделе стартуют летние международные игры «Дети Азии». А на обратном пути остановил кортеж и пообщался с горожанами. Здравствуйте, здоровья ваши. Здравствуйте. А вы тоже на меня похожи. Не наваливаемся, ребята. Мы все друг на друга похожи. Все, пойдем в стадион смотреть. Это первый за 10 лет визит Владимира Путина в Якутию. Глава государства планировал посетить регион еще зимой во время поездки на Дальний Восток. Но тогда планам помешала нелетная погода. Приехал летом, как и обещал. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Якутская высшая школа музыки – один из ведущих вузов на Дальнем Востоке в сфере музыкальной культуры и искусства. Она основана в 1992 году и входит в топ-500 лучших вузов страны. Во время визита президент России Владимир Путин уделил особое внимание высшей школе музыки. Почему, знает Даяна Федорова. В сентябре прошлого года состоялось совещание по развитию дальневосточных городов. На мероприятии Владимир Путин поручил до 2026 года завершить строительство комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутске. Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев сообщил о готовности региона начать строительство. Так, в апреле текущего года была торжественно установлена первая свая. Здание будет трехэтажным, общей площадью в 9,5 тысяч квадратных метров.
Строительство второй очереди корпуса Высшей школы музыки Якутии идет полным ходом. Здесь уже установлено порядка 80 свай. Учебный корпус на 240 учащихся и интернат на 150 мест обеспечат повышение качества обучения студентов, а также появление новых 4 направлений. Строительство нового корпуса Высшей школы музыки стало одним из ключевых вопросов во время визита президента России в Якутске. Народным традициям, характеру, который вырабатывается на базе искусства и наших традиций, появляются и такие танкисты, те, которые служили на танке Алеши, экипаж Алеши. Но когда они появляются, это в свою очередь подпитывает и деятелей искусства. Все это взаимно связано, дает такой замечательный эффект. Ректор учебного заведения Надежда Зайкова рассказала Владимиру Путину о деятельности и представила проект строительства нового кампуса. Владимир Владимирович говорил о том, что мы первой очередью называем саму канадскую деревню. Конечно, у нас большой износ помещений и так далее. Открытие специализированного здания обеспечит нам очень хорошую звукоизоляцию. У этой школы не было специально... музыканты – это же звук. Нам нужна очень хорошая акустика. Нужны очень хорошие большие помещения. Ученики школы музыки пообщались с президентом. На долгую память презентовали ему его портрет на синем фоне. На полотне студенты оставили подпись, выразив Владимиру Путину благодарность. Мы использовали акриловые краски. Леонардо нарисовал портрет карандашом. Мы его разрисовывали, смотрели, как получается. Ему очень понравилось. Он сказал, что мы не только в музыке талантливые, и в художестве тоже. Очень приятно было. Президент, в свою очередь, расписался в книге почетных гостей, поблагодарив школу за служение детям Якутии и России и пообещав продолжить ее развитие. Так что вам спасибо большое за то, что вы этим занимаетесь, любите это, и желаю вам всяческих успехов. Теплая встреча стала не только памятной, но и внесла огромный вклад в развитие культурной отрасли республики. Кузницу творческих кадров Владимир Путин посетил во второй раз. Впервые здесь он был в 1999 году, также любезно расписав пожелания воспитанникам с подписью секретаря Совбеза России. Александр Кузьмин ярко помнит ту встречу. Он трудится дирижером детского духового оркестра вот уже 30 лет. Сказали, что будет концерт. Так он рядом, мы же привыкли вот так постоянно выступать. Заходит человек, сразу я там рядом стоял с дверью, и он первым делом ко мне и руку дает. Ну вот, все хорошо, такой бойко, все, садится слушать наш концерт. Воодушевленные встречи с первым лицом государства дети сегодня продолжили обучение. Ежегодно для них проводятся дополнительные мастер-классы и курсы повышения квалификации. Я знаю, что ребята очень перспективные, развиваются. Творческая школа и направлена на развитие, на перспективу развития этих одаренных детей. Строительство нового комплекса Высшей школы музыки станет не только символом культурного богатства Якутии, но и подарком для всех талантливых молодых людей, желающих развивать свои музыкальные способности. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Далее Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение было заключено в рамках визита российского президента в Северную Корею. По словам Путина, документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на длительную перспективу. Общение лидеров двух стран в формате тет-а-тет в Пхеньяне длилось около 2 часов. Новый договор обусловлен современными геополитическими условиями в мире и регионе и пришедшими изменениями в отношении двух стран. При этом он не будет направлен против других государств, хотя и может затрагивать тематику безопасности. Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство. Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения, интересов друг друга. В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу.
Далее Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Путин 4 раза посещал Вьетнам во время своего пребывания на посту президента. В последний раз это было в ноябре 2017 года. Тогда российский лидер приехал с рабочим визитом на саммит АТС и встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Японии на тот момент Синдзо Абе и председателем КНР Си Цзиньпином. Обмен приветствиями двух делегаций, и в сопровождении оркестра Владимир Путин и То Лам перемещаются в резиденцию. После короткой беседы и совместного фото приступают к заседанию. Сначала в расширенном составе. Это уже 5-й визит российского президента во Вьетнам, особенно значимый в контексте проверенной годами дружбы. Лидеры обеих стран назвали Россию и Вьетнам внешнеполитическими приоритетами друг друга. На повестке продолжение работы над совместными программами в разных сферах – энергетика, машиностроение, сельское хозяйство и туризм. Итогом встречи стало подписание свыше 10 договоров о стратегическом партнерстве. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам. В следующем году мы также будем отмечать сразу несколько знаменательных дат. Это и установление дипотношений 75 лет, и освобождение Юга Вьетнама 50 лет. Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировали 334 лесных пожара на общей площади в 445 тысяч гектаров и 36 ландшафтных на землях иных категорий на общей площади в 2882 гектара. За минувшие сутки обнаружили 10 лесных пожаров на площади 2478 гектаров на территории 5 районов. Ликвидировано 9 лесных пожаров площадью 1428 гектаров в Мирнинском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Тампонском и Усьянском районах. Локализовали 5 лесных пожаров на площади 2308 гектаров в Алекминском районе. Напомню, на территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. На начало суток 22 июня на территории республики действует 146 лесных пожаров, площадь которых составляет 341 031 гектар. На тушение пожаров задействовано 1012 человек и 43 единицы техники. А в настоящее время озабоченность вызывают пожары, приближенные к населенному пункту Сылгытар Среднеколымского района. В настоящее время там увеличена группировка до 119 человек и 5 единиц техники. Ведется работа по остановке данного лесного пожара. В Якутии продолжается отправка помощи бойцам спецоперации от органов исполнительной власти. В этом месяце к отправке в зону СВО подготовят порядка 20 различных автомобилей, как высокой проходимости, так и грузоподъемности. Накануне передали 2 микроавтобуса от Главного бюро медико-соцэкспертизы республики. Отправкой и передачей занимается Общероссийский народный фронт. Уже на следующей неделе машины отправятся в путь сначала в Нерюнгри, а после по железной дороге в Ростов, где далее технику доставят на фронт. Микроавтобусы тоже имеют большую потребность. Это как и доставки мобильных групп, как и вывоз раненых бойцов, и доставка гуманитарки. То есть микроавтобусы передаются сегодня федеральным органам исполнительной власти для нужд и средств СВО. Еще один автомобиль УАЗ передан российским военнослужащим от Управления соцзащиты по Алданскому району. Машина укомплектована посылками для бойцов. В сборе груза принимали участие все неравнодушные жители. Подробности у Татьяны Вахниной.
Доставка продуктов и лекарств, транспортировка маломобильных граждан, посещение одиноких пожилых людей на дому. До недавнего времени этот автомобиль был предназначен для оказания социальной помощи населению. Вскоре машина будет использоваться в выполнении задач специальной военной операции. Управлением соцзащиты населения по Алданскому району УАЗик передан российским военнослужащим. Поступают неоднократные заявки от наших земляков, воинов о необходимости в автотранспорте, потому что, понятно, зона специальной военной операции, то есть техника очень быстро выходит ломается там и так далее. Поэтому машина находится в полностью исправном состоянии. Передаем как раз для наших земляков, для наших. Данный именно наш экземпляр пойдет в штурмовую роту для наших земляков. В зону спецоперации машина отправилась с посылками для российских военнослужащих. В этих коробках предметы первой необходимости, спецодежда, разного рода инвентарь, средства личной гигиены и продукты. В сборе гуманитарного груза приняли участие трудовые коллективы, общественные объединения и все неравнодушные алданцы. В этом году это уже вторая машина. Мы ее сейчас формируем с помощью наших жителей нашего Алданского района. Вот, как вы видите, женщины наши плетут сети, делают окопные свечи, просто подарки, просто индивидуальные посылочки отправляются. В отправляемый груз вошли маскировочные сети, изготовленные в стенах общежития Алданского политехникума. В одном из помещений расположилась мастерская, образованная по инициативе литературного объединения «Вдохновение». К поэтам и писателям активно присоединяются все желающие добровольцы. Было организовано эта работа, мы оказали определенное содействие. И самое главное, что не только эти люди, но и другие граждане Алданского района имеют возможность прийти и принять участие в плетении этих сетей. И, конечно, самое важное для нас, что в этом участвуют наши ребята. Когда автомобиль прибудет в пункт назначения, посылки будут отправлены в военные части, а машину заберет командир штурмовой роты. В июле планируется выезд алданской делегации в зону специальной военной операции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Историческое наследие оживает. В центре Якутска обновили солнечные часы, которые были построены еще в 1991 году. Особенностью этих часов стало то, что их оформили с помощью учета якутских орнаментов и мотивов национального эпоса Олонхо. Проверила работу солнечных часов и моя коллега Дарья Короленкова. Наверное, многие замечали, что на Ленина 16 есть вот такие вот солнечные часы, которые показывают время с 11 до 22. И, как правило, показывают время на 1 час вперед. Мы решили узнать у жителей города Якутска, знают ли они, что эти часы обновились и для чего они вообще нужны. Я давно замечаю, но для чего я точно не знаю. Ну, это для, по-моему, как-то астрономические или какие-то часы, по-моему. Сидел, вот сейчас наблюдал за ними. Они не ходят. 1 раз в сутки показывают точное время. Гороскоп какой-нибудь. Солнечные часы. Да. Красивые люди, а больше их уже обновили? Нет, не замечал. Ну, конечно, замечала. Думаю, необычно, своеобразно очень даже, да. Каждый крупный город России может похвастаться своими солнечными часами. И Якутск не исключение. Солнечные часы размером 140 квадратных метров украшают стену здания якутского аэрогеодезического предприятия. Они показывают солнечное время с апреля по сентябрь, представляя собой не только точный инструмент, но и настоящее произведение искусства. Место расположения часов также имеет важное значение. Именно здесь, на территории якутского аэрогеодезического предприятия, проводились исследования для определения точных координат столицы республики. Их создатель, директор Якутского аэрогеодезического предприятия Геннадий Васильевич Бочаров. Он очень увлекался астрономией и решил сделать именно такой уникальный подарок городу. Несмотря на то, что часы расположены немножко под разным углом в отношении Солнца, они достаточно точно показывали время. Недавно завершенные работы по обновлению включали покраску указателя в контрастный черный цвет и восстановление цифр на циферблате от 11 до 22 часов. Мы посоветовали, что делать с этими часами, но часы однозначно надо его оставлять, да, поэтому приняли такое решение, что надо его восстанавливать в таком виде, который он есть. То есть ничего не поменяли, просто перекрасили. Не было вот циферок, да, вот на этих, да, вот на существующем варианте. Ну и обновили эти циферки, поставили.
Памятных мест и достопримечательностей в столице республики довольно много. И ежегодно список обновляется. Эти солнечные часы являются настоящим культурным наследием, созданным в конце 80-х годов прошлого века. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске продолжается масштабное благоустройство территории вокруг набережной имени Романа Дмитриева и озера Сайсары. Строительные работы проводятся в рамках дальневосточного мастер-плана по развитию инфраструктуры. Подробности у Амана Отова. Одно из самых романтичных мест Якутска обретет второе дыхание. На территории озера Сайсары помимо прогулочной зоны появятся спортивные и игровые зоны. Для любителей спорта установят теннисный стол, площадку с воркаутом и уличными тренажерами. Для баскетболистов, соответственно, проложат тротуары и сделают 2 баскетбольные площадки. В настоящее время завершаются работы по укладке резинового покрытия на площадках, где будут заниматься спортсмены. Это значит, слева от меня это площадка для баскетболистов, и справа это установлены тренажеры, под них устанавливается уже второй слой резинового покрытия. Дальше, значит, произведены работы уже в районе Триумфа, то есть огорожен стадион Триумф оградой, и дальше там ведутся работы уже, которые не влияют и не мешают спортивным детям Азии. Порядка 50 работников и 6 единиц техники были задействованы для строительных работ. Реконструкцию на территории спорткомплекса «Триумф» закончат до начала 8-х международных игр «Дети Азии». Помимо территории «Триумфа» строительные работы ведутся еще по 2 участкам. Это район Сквера Матери и улица Лермонтова и Кондрашвили. Процесс начался в марте. Мы начали отсыпку скальником берега. И в мае уже вышли сюда, на этот участок по благоустройству. Также у нас с мая ведутся работы по Лермонтова и Каландаршвили. Благоустройство двора идет. На данном участке осталось резиновое покрытие и вот мелочи по благоустройству. Брусчатка, столбы освещения. Также в рамках мастер-плана развития инфраструктуры и экономики Якутска проводятся работы по благоустройству территории вокруг набережной имени Романа Дмитриева на 202-м микрорайоне. Строительные работы предполагают преображение участка от улицы Хабарова до начала лодочной станции. В целом по объекту установлены бордюрные камни, выполнено устройство основания дорожной одежды, подготовка подпорной стенки из коробчатых габионов, осуществляется монтаж ограждений перильных вдоль набережной для обеспечения безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. На пляжной зоне у нас осуществляется установка амфитеатров, а также зоны благоустройства. Для жителей Якутска набережную будут оснащать велодорожкой, стройплощадкой, торговыми павильонами, стойками уличных душевых и амфитеатрами. Стоимость проекта оценивается в более 300 миллионов рублей. Конечно, хорошо делают. Очень даже специально прошелся посмотреть на пляж. 3 недели назад хотел пройти сюда, а мне сказали вроде бы, друзья сказали, там все поломано. Нет, думаю, поеду посмотрю, как это поломано. И правда, зашел, а здесь все перерыто. А потом уже начали все это делать. В настоящее время разработано 25 мастер-планов дальневосточных городов, в число которых вошли Якутск и Нерюнгри. Основными проектами, которые будут реализованы в ближайшие годы в столице республики, являются реконструкция площади Ленина, реконструкция парка культуры и отдыха со строительством аквапарка и масштабный межвузовский кампус. Аманотов, Аэлита Махно, Илья Сыромятников, Якутск. На этой неделе стартовала приемная кампания СВФУ на 24 и 25 учебные годы. Обучение проводится по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и специалитета. СВФУ в этом году готов принять более 5500 студентов, и одним из нововведений стало то, что разработаны новые программы. Такие как специалист по дошкольной дефектологии, учитель начальных классов, иностранных языков. Всего выделено более 2600 бюджетных мест в очной форме и 390 мест на заочное обучение. Документы при этом можно подать через портал госуслуг, операторов почтовой связи и традиционно в очном формате. Сама приемная комиссия разместилась в главном учебном корпусе.
Нововведением этого года является то, что по целевому обучению заблаговременно работодатели должны были подать заявку на сайте «Труд всем», или как мы называем его «Работа в России». И сейчас уже студенты сегодняшнего дня, то есть абитуриенты наши, да, могут подать заявку на целевое обучение. В целом же приемная комиссия больше не отличается от предыдущих лет, да, то есть это также прием документов и в очном, и в дистанционном формате. Продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели. Мы продолжаем. Столетие со дня образования судебной системы республики отметили в Якутии. Вот уже на протяжении века судьи разбираются в сложных делах, связанных как с гражданскими, так и с юридическими лицами. По уже сложившейся традиции торжественные мероприятия проводят летом. Подробнее смотрите в сюжете Вероники Таюрской. Гражданин Браба көмчілемет Гентуран Михаил Николаев регистрациясыгар хамыгыя сокону кеспетаган выгадды. 14 марта 1924 года на основании приказа номер 24 начал свою работу Главный суд ЯССР, который стал преемником коронных и инородческих судов. Уже в 1937 году его переименовали в Верховный. В нынешнем году Главный суд Якутии отметил вековой юбилей. За это время судьями было рассмотрено большое количество дел, в числе которых и резонансные. Приглашены сегодня музыкальный театр оперы и балета для того, чтобы торжественно отметить, отдать дань уважения нашим коллегам, которые составили славную историю Верховного суда, и отметить тех, кто успешно трудится в настоящий современный период времени. За вековую историю Верховный суд республики выполняет главную задачу – создание и укрепление судебной системы. За все время в Верховном суде трудились много заслуженных работников судебной системы. Как правило, в силу своей работы они часто остаются за кадром. К юбилею приехали очень много гостей, которые являются председателями регионов, областных судов, республиканских судов. Кроме этого, у нас присутствует судья Верховного суда России, еще председатель апелляционной инстанции город Новосибирск и председатель кассационной инстанции город Владивосток. В среднем за год высшая судебная инстанция республики рассматривает около 9 тысяч уголовных, гражданских и административных дел. Сегодня Верховный суд Якутии играет ключевую роль в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка, защиты прав и свободы граждан. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В сокровищнице Якутии представили именной алмаз памяти первого президента республики Михаила Николаева. Мероприятие также приурочили к 75-летию алмаза добычи в Якутии. Крупный кристалл несет название «Президент Михаил Николаев». Он был добыт 14 декабря 2001 года на фабрике Айхальского горно-обогатительного комбината, который на сегодняшний день является лидером по добыче алмазов среди других комбинатов компании «Алроса». Вес драгоценного камня составляет 78,51 карата. Традиция идет с давних пор, как началась добыча алмазов. Тогда еще Якут Тресас Алмаз основал такую добрую традицию редким крупным кристаллам присваивать имена. И одним из них назван наш, увековеченное имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. А это совместный проект Алроса и нашего учреждения, государственного учреждения для охраны Республики Сака-Якутия. Конкурс национальных нарядов, конные скачки, плавка железа по старинной технологии, стрельба из лука верхом на лошади и встреча солнца. В Амгинском районе завершился эссе Хулунхо. Яркие моменты с масштабного национального праздника якутян в нашем следующем материале.
Церемония открытия началась по традиции с благословения Алгыс и ритуала кумысопития, после которого зрители увидели театрализованное представление по мотивам Олонхо, Цинаканан Цигиллах, Холопканан Хомиллах, Цилгыси Йогото Дырей Берген, Олонхосута, Устина Нухсарова. Представление поразило зрителей своей красотой и глубиной. Театрализованное представление, которое было срежиссировано главным режиссером и директором Саха-цирка Сергеем Васильевичем Расторгуевым. И судя по реакциям зрителей, гостей, представление очень понравилось. И это для нас большая оценка со стороны жителей и гостей. И, соответственно, сейчас уже начались работать основные тюшургя Исых Олонхо. Очень много творческих конкурсов, очень много соревнований. Символ Исых Олонхо Тыгдова в торжественной обстановке подружил почетный гость Исыха, глава Якутии Айсен Николаев. На открытие мероприятия прибыли гости из разных уголков республики. Сегодня Исых посетили уже более 20 тысяч человек. Мне очень нравится, очень масштабное мероприятие. Приехали со студентами из Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Кафедра фольклора и культуры привезла в этом году 50 студентов на это масштабное мероприятие. Все студенты задействованы в различных площадках, в соревнованиях. В этом году культурная и спортивная часть программы очень обширная, и поэтому Исых Олонхо Ванге обещает удивить своих гостей уникальными событиями и мероприятиями. Тамара Спинтанина, Илья Лыткин, Амга. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоги недели, мы продолжаем. Подготовка объектов к играм «Дети Азии» подходит к завершению. Представители СВФУ, в студгородке которого разместятся спортсмены и волонтеры, заявили о готовности. Здание общежития, имеющиеся стадионы, комбинат питания прошли необходимые улучшения. Подробнее об изменениях расскажет Тимур Колмогоров. Около 3500 спортсменов из 26 стран Азии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии». Кроме них, участие примут также около 2000 волонтеров. Сейчас мы находимся в так называемой Олимпийской деревне. Здесь и будут проживать как спортсмены, так и представители и волонтеры. В связи с этим весной этого года здания прошли ряд улучшений по комфорту, а в особенности пожароопасной и террористической безопасности пребывания гостей. Требования Международного комитета игр «Детей Азии» достаточно высокие, да, и там мы должны были соответствовать всем требованиям. Это, в первую очередь, конечно, это требования по пожарной безопасности, по антитеррористической угрозе и так далее. Да, мы все наши корпуса уже сдали 12 июня, уже комиссия все приняла. Да, у нас, конечно, обеспечение безопасности – это самое вот такое ответственное, да, и буквально на всех окнах первого этажа установлены датчики на разбитие. Более 3000 камер наблюдения в студгородке у нас достаточно хорошо действуют. Основными организационными вопросами по заселению и встрече гостей будет заниматься временно созданная мэрия Олимпийской деревни. Прибывших спортсменов аккредитуют, расселят и проведут инструкции по правилам пребывания. Всего в СВФУ планируют принять около 4800 спортсменов и волонтеров. Практически все объекты, они готовы. Мы получили из федерального бюджета, наш учредитель определил 161 миллионов. За эти деньги мы провели капитальный ремонт следующих объектов. Это общежитие номер 18, номер 20, общежитие 7.1, 7/2. Сбалансированное питание – залог успешного участия в спортивных соревнованиях. Участников игр обеспечат трехразовым питанием, в которое будет входить как продукция местных производителей, так и поставки извне, учитывая предпочтения гостей из других стран. Постараемся, конечно, все учесть.
Это вот сейчас очень актуально, но, по идее, совместно, значит, с Министерством предпринимательства и торговли, Министерством сельского хозяйства обговорены поставщики непосредственно, которые будут поставлять эти продукты. Они также утверждены. И учитывая, что в основном у нас, значит, представители Средней Азии, да, у нас будет мясо, конечно, представлено именно халяль. 25 июня откроются двери стадиона «Юность» для тренировочных мероприятий, а 1 июля на его поле пройдут соревнования по стрельбе из лука. Готовность стадиона к играм составляет более 95%. Все, что нужно по техническому заданию, устанавливается, шатры, где будут размещаться спортсмены, где будут сидеть судьи и работать. Конечно, здесь будут в нашем стадионе, то есть в манеже «Юности» будут размещаться судьи, вся судейская бригада по стрельбе из лука. Ну и спортсмены тут тоже будут. 8-е международные игры станут одним из наиболее крупных спортивных и культурных мероприятий в России. Всего в столице будет задействовано 33 объекта питания и 27 объектов для размещения участников. Уже завтра в деревню спортсменов прибудут команды из Сирии и Казахстана. Тимур Калмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. На спортивных объектах будет работать 6 мобильных медицинских бригад. Дежурство будут нести более 10 бригад скорой медицинской помощи. Для обеспечения игр задействуют и силы, средства Республиканского центра медицины катастроф. На играх также будут работать уполномоченные организации, включая специально организованный центр спортивной медицины. На сегодняшний день с учетом резерва аккредитованы 484 медицинских работников. 7 круглосуточных пунктов в местах размещения участников культурной программы, они развернуты с 12 июня, и 7 круглосуточных медицинских пунктов на территории студгородка Северо-Восточного федерального университета начали свою работу с 21 июня. Все медицинские бригады прошли межведомственные тактико-специальные учения по отработке практической готовности оказания помощи. На время проведения игр прибыли и представители Центрального аппарата Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф. К организации работы по медицинскому обеспечению спортсменов привлечены также и специалисты Федерального медико-биологического агентства Минздрава России. В рамках подготовки «Дети Азии» по медицинскому обеспечению, по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в общем-то, была проведена большая работа. Это была и подготовка кадров, когда проводились семинары, обучающие, там, разрабатывались различные документы, алгоритмы, чтобы при возникновении таких ситуаций медицинские работники на местах знали все, что нужно делать, что отбирать, как проводить и на какие лаборатории у нас будет задействованы. То есть это все уже в предварительном этапе отработано. Ну а деревня спортсменов приняла первых участников 8-х международных игр «Дети Азии». В связи с этим на территории деревни традиционно был поднят флаг Российской Федерации. Подробности в сюжете. Деревня спортсменов располагается на территории студенческого городка СВФУ, где разместятся около 3000 спортсменов, тренеров и других членов делегации. Первыми заселились члены сборной Якутии по легкой атлетике в составе 28 человек. Они же приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага. Первая делегация, как и должно быть, это наша команда Республики Саха-Якутия. Ну и сегодня поднят флаг Российской Федерации. Уже с нетерпением ждем эти игры. Надеемся, что наша команда выступит на ура. Ну и все объекты, они готовы к принятию участников. Ребята из сборной легкой атлетики воодушевлены. Участие в международных играх «Дети Азии» почти для всех было многолетней целью. Да, это моя была цель сдавна. Я очень мечтал об этих играх. И проводились отборочные в течение 2 годов. Мой путь был тернист, как говорят. Ну, например, все проходило не очень легко. Волнуюсь в своем виде. Мои соревнования начнутся 30 и 2 июля. Деревня полностью готова к приему гостей. Обновлена система видеонаблюдения, установлены дополнительные точки доступа к интернету. Для гостей из иностранных и зарубежных государств организовано утвержденное комплексное меню. На протяжении дня в деревню заселятся первые прибывшие участники из зарубежных стран. Марферина Алексеева, Нюргун Старостин, Якутск.
Флаг Сирийской Арабской Республики также подняли в деревне спортсменов. Сборная Сирии – первая команда, которая прибыла в Якутск из зарубежных стран-участников игр «Дети Азии». Накануне прибыли спортсмены и тренеры направлений спортивная борьба и легкая атлетика. Всего в делегации 33 человека. Они будут пребывать в течение нескольких дней. Представители Сирийской Арабской Республики будут соревноваться в 5 направлениях. Кроме вышеназванных, еще настольный теннис, художественная гимнастика и дзюдо. Мы сделали все возможное, чтобы наши дети приняли участие. Я знаю, что игры проходят каждые 4 года. Это уже история. Надеюсь, все пройдет хорошо. Я прочитал про Якутию и знаю, что это самый холодный город. Все люди милые и добрые. Якутск продолжает встречать спортсменов и гостей 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». На сегодня из Казахстана прилетел главный судья соревнований Мирей Акшалов. Спортсмен является выпускником 3-х международных игр, проходивших в 2004 году. Чемпион мира по боксу впервые будет судить соревнования такого уровня. В судейскую бригаду, возглавляемую Миреем Акшаловым, входит 724 человека. Они будут судить 24 дисциплины. Это ответственность для меня. Это большая, как сказать, честь, чтобы быть главным судьей. Первый раз в жизни вот такого масштабного, большого международных игр. Судья, там, судья по одному турниру, например, по боксу это одно, а здесь всех игр, здесь столько турниров, сколько видов. Это очень большая ответственность и честь для меня. Для сопровождения участников и гостей будут работать более 60 переводчиков, из которых 36 из Северо-Восточного федерального университета. Как проходила их подготовка, смотрите в материале Вероники Таюрской. Во время проведения игр «Дети Азии» будут задействованы лингвисты по направлениям: устный переводчик судей-информаторов, переводчик-атташе, профессионалы по синхронному и последовательному переводу. Последнее направление требует от переводчиков не только внимательности, ответственности, но и хорошего знания грамматики английского языка. Лично для меня этот опыт работы с людьми заставил вставать чуть пораньше, чтобы поработать больше с глоссарием, и к тому же больше работать допоздна. Потому что я смотрю, как люди не жалеют себя, и хочется вместе с ними работать на все 100%, даже на 110%. Вот. И насчет глоссария хотелось бы сказать то, что он был составлен нашими преподавателями, за что им огромное спасибо. И этот глоссарий, он очень сильно помогает нам, переводчикам письменным, потому что не только разгружает работу и позволяет брать больше текстов, но и экономить время. Анастасия Олесова до этого лишь набиралась опыта. 8-е международные игры станут дебютом в качестве переводчика-судьи-информатора. Девушка будет работать в спортивном комплексе «50 лет Победы». Ее задача – последовательный перевод. У меня будет мини-футбол. Да, а по ним я готовлюсь именно с помощью глоссариев, которые нам уже выдали уже за несколько месяцев. У меня есть глоссарии, также я активно каждый день использую чат-бот в телеграм-канале. Тем не менее, также у нас проходят консультации и занятия как очно, так и в Zoom. Да, мы постоянно поддерживаем связь с нашими преподавателями, обращаемся к ним за помощью, консультацией, если нам необходимо что-то узнать, либо если у нас есть с чем-то проблема. Северо-Восточный федеральный университет является официальным оператором по переводу. Большинство из них закончили направление английский язык и перевод. Переводчики будут обеспечивать лингвистическое сопровождение на 24 всех видах спорта, представленных на играх «Дети Азии», начиная от легкой атлетики, заканчивая национальными видами спорта, такими как кураж, на всех видах спорта. Будут сопровождать судей-информаторов. Напомним, соревнования пройдут по 24 дисциплинам, среди которых 2 демонстративных вида спорта. Спортивные игры пройдут с 25 июня по 7 июля. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Такое увидели минувшей неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.